Здравствуйте. Основная тема сегодняшней передачи – жилищная проблема, ее решение нашими местными властями. Точнее сказать, что делается властями для того, чтобы приблизить тот желанный миг, когда те семьи, которые нуждаются в жилье, а таких, наверное, очень и очень много, все-таки максимально приблизился к своей реализации. Но об этом сразу после рассказа о наиболее заметных событиях дня. Здравствуйте. Сайт Кремль.орг опроверг сегодня заявление Ивана Шамаева, лидера Народного фронта Якутия Алроса. Тот ранее заявил, что федеральный закон о передаче Якутии налога на добычу полезных ископаемых в полном объеме является фикцией и будет отменен. Председатель подкомитета по налогам Госдумы Наталья Бурыкина ответила на это. Далее цитата. «Мы выступаем за то, чтобы сохранять доходный источник за субъектом Российской Федерации на срок не менее 3 лет. Полагаю, что выступления представителей Народного фронта Якутия являются чисто политическим пиаром. Несмотря на разного рода опасения, наш комитет, скорее всего, не пойдет на изменение своих решений». Конец цитаты. А речь, между прочим, идет ни много ни мало о 2,5 миллиардов рублей ведь. Сумма весомая. Это почти четверть того, что бюджет республики получает от компании Алроса. Конечно, и, в общем-то, наверное, Иван Шамаев, хотя в какой-то части прав, что руководители республики очень точно, грамотно должны выстроить свои отношения с федеральным центром, чтобы, не дай бог, действительно не сбылось его пророчество. Накануне в Пекине состоялась презентация экспозиции Якутии на Российской национальной выставке. Она проводится по программе Года России в Китае. В экспозиции размещена информация о Якутии, приоритетных направлениях развития экономики республики, ее промышленном и инвестиционном потенциале. На стенде демонстрируются сувениры и пушнина от концерна «Сахабулт», от фирмы «Сардана» и ювелирные камнецветные изделия «Сахатаас». Центральным экспонатом экспозиции Якутии стал муляж головы якогирского мамонта. Эта выставка, кстати сказать, заканчивает ведь мероприятие Года России в Китае. А в будущем такие аналогичные мероприятия пройдут в России, когда уже у нас в стране будет проводиться Год Китая. Да, мы, наверное, даже можем в какой-то степени рассчитывать на то, что Якутия, как один из ближайших соседей Китая, наверное, перепадет какие-то мероприятия этого праздничного года. Премьер Борисов направил сегодня поздравления сотрудникам милиции в связи с их профессиональным праздником. В нем говорится: «Ваша благородная деятельность, повседневный труд во благо безопасности и спокойствия народа играет огромную роль в деле обеспечения общественного порядка и борьбе с преступностью в нашей республике». Но несмотря на то, что праздник, все-таки большинство сотрудников МВД по-прежнему на службе, и большинство из них сейчас, кстати сказать, на улице. Об этом говорил глава МВД республики. Наверное, так и должно быть. Конечно, ведь иначе-то кто будет защищать горожан, скажем, от той же самой уличной преступности, которая, по свидетельству того же главы Министерства внутренних дел нашей республики, в этом году опять резко пошла вверх. А тем временем бывшие коллеги милиционеров из нынешнего самостоятельного управления по исполнению наказания провели сегодня утром учения. Они освобождали заложников захваченными заключенными. Такие учения, кстати сказать, регулярно проводятся в районе первой колонии Якутска. Хотя о побегах информация редко просачивается в средства массовой информации, но, в общем-то, дело это не такое уж и редкое. Поэтому, в общем-то, захват заложников тоже вполне реальная вещь, хотя неприятная очень для многих. 70 лет сегодня исполнилось Клименту Иванову. Один из старейших политических и государственных деятелей по-прежнему в строю. Он депутат Государственного собрания республики и заместитель директора фонда будущих поколений. В интервью Саха-Ньюс он заявил, что современный руководитель обязан уметь сделать свой бизнес конкурентоспособным и финансово устойчивым. А теперь давайте обратимся к основной теме передачи, к жилью, проблеме жилья, или точнее даже сказать тому, каким образом его все-таки можно будет купить. Вопрос более чем актуальный для, наверное, большинства горожан, и прежде всего потому, что зарплата, которую нам с вами платят, не то что недостаточно на покупку жилья, но даже и на сносное существование. Так вот, вопрос этот, как сделать жилье на самом деле доступным, мучает не только нас с вами, но и власти тоже. Они, в общем-то, сами понимают, что платят нам недостаточно, явно недостаточно. Что в этом смысле делают власти, этот вопрос я уже задаю сам себе не первый раз, не в первой передаче, и, слава богу, пока каждый раз нахожу новый ответ. И вот в очередной раз я его увидел в документе, который совсем недавно был подписан между мэрией, компанией Жилсоцинвест и якутским Саха-ипотечным агентством, извините, запамятовал, сия аббревиатура более привычна для меня. Так вот, в документе в этом идет речь о жилье, о его приобретении и, конечно же, не о бесплатном. Это вот слово «бесплатное жилье» нам, пожалуй, надо давным-давно уже с вами забыть. Речь идет о новых формах, видах, схемах кредитования этого самого жилья, о том, насколько они востребованы, мнение нашего участника нашей передачи.
Долгосрочные кредиты, они востребованы на сегодняшний день. И, к примеру, мы практически в 7 раз увеличили размер выдачи кредитов долгосрочных, которые сегодня может воспользоваться любой гражданин, начиная от 18 лет, заканчивая 70-летним Это за возрастом. какой срок? В течение какого срока увеличение В произошло? течение полугода. А всего Саха ипотечное агентство выдало 194 кредита на 158 миллионов рублей. Рост, вот о котором сейчас говорил гендиректор этой компании, в общем-то, налицо. И я бы даже, наверное, высказал такое предположение, что это свидетельство не столько роста благосостояния населения жителей столицы нашей республики, сколько их информированности о том, что есть такая схема, когда в условиях финансовой ограниченности все-таки можно приобрести жилье вот в такой вот кредит. Ну и кроме того, наверное, еще и осознание степени риска, просчет, трезвый расчет, в результате которого и рождается вот такое вот решение взять кредит. Ну а что же эти самые разы, кратное увеличение количества выданных кредитов, как они эквивалентны рублям? В марте этого года мы выдали порядка 6 миллионов рублей, да, а на сегодняшний день ежемесячно мы выдаем свыше 40 миллионов рублей в месяц. То есть порядка 45-50 семей в месяц реально получают долгосрочные кредиты ипотечные по федеральной программе АИЖК. И сегодня это востребовано, потому что ипотечное кредитование, оно предполагает, что гражданин, получивший кредит, он улучшает свои жилищные условия сразу и сейчас. То есть не дожидаясь, не проживая в коммуналке, не проживая в стесненных условиях, потому что сегодня нужно улучшать жилищные условия, сегодня нужно растить семью, растить детей и так далее. Ну да, не так, как в свое время, к 2000 году уже каждая советская семья получит по квартире. Да, абсолютно верно. Еще несколько цифр, которые характеризуют заемщиков у Саха ипотечного агентства. Так вот, средний совокупный размер дохода этих клиентов, оказывается, составляет 25-30 тысяч рублей в месяц. Ну а сам размер кредита, средний размер, колеблется, вернее, от 700 до 900 тысяч рублей. Ну и, наконец, самое популярное, что ли, время, на которое этот кредит одалживается, 15 лет. Правда, в очень большом количестве случаев он гасится, в общем-то, досрочно. Ну а теперь давайте обратимся к меморандуму. Что в конечном итоге этот документ дает каждому жителю нашего города? Для этого мы подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает расширение круга участников программы, закрепление специалистов на местах и ряд тех мероприятий, которые необходимы для эффективного и масштабного внедрения этого проекта. И меморандум предполагает создание определенной программы действий, определенной четкой выверенной целевой программы действий, которая будет предполагать работу как раз с бюджетниками по национальному проекту здравоохранения и национальный проект образования, но с помощью улучшения жилищных условий для бюджетников. А можно поставить вопрос так, вот в результате реализации, скажем, этого меморандума, плюс в квартирах это сколько будет? Мы ожидаем, пока прогнозные цифры, в общем-то, делается расчет, но есть возможность наших коллег, таких же региональных сервисных операторов, сервисных агентов, которые достигают цифры 200 семей в месяц улучшения жилищных условий. Это касаемо города Кирова и города Барнаула. С руководителями этих агентств у нас очень тесные контакты, сотрудничество, и мы хотим эту технологию внедрить и в Якутске. У нас, наверное, все-таки, если сравнивать с Барнаулом, наверное, меньше объема. Если сравнивать с Барнаулом и Кировом, конечно, у нас меньше значительно объем выдаваемых кредитов и количество населения гораздо меньше, но тем не менее в абсолютных цифрах мы можем сказать, что мы должны как минимум 200 семей в месяц улучшать. Так 200 много. семей минимально. Потому что сегодня количество обращающихся граждан по ипотеке, количество востребованности, то есть востребованность этих кредитов налицо. И сегодня гораздо проще иметь квартиру в собственности, иметь свидетельство о регистрации на свою квартиру,
именно которая принадлежит по праву собственности, и выплачивать аннуитетный платеж в размере 7 тысяч рублей или 9 тысяч рублей, но не платить арендную плату в чужой квартире проживая. То есть легче, значит, жить в своей квартире и платить проценты дешевле. Да? Одно из обязательств, которое по вот этому меморандуму взяло на себя Сахаипотечного агентства, это разработка программы, своеобразной программы его реализации на ближайшие годы. И одно из предложений, которое вот Сахаипотечное агентство намерено предложить и Жилсоцинвесту, и мэрии нашего города, это ввести новую схему погашения кредита и процентов за пользование кредитом. Помимо тех условий льготных, значит, которые есть по ипотечному кредитованию, предполагается также субсидирование в определенных объемах. Мы тут также уточняем эти цифры по процентных выплат аннуитетов. И должна быть разработана система грантов, стимулирования работников бюджетной сферы для того, чтобы они могли воспользоваться в течение года или 1,5 лет или 2 лет, получив грант, они могли бы выплачивать проценты. Что за грант? Значит, на сегодня мы предлагаем распределить таким следующим образом, зная пример Барнаула и города Кирова, лидеров Оренбурги, это практикуется, что процентная ставка по кредитам и половина аннуитетных платежей, это, то есть ежемесячная оплата по кредитам, она берется и оплачивается бюджетом, фактически, да, скажем, или внебюджетными источниками. Но при этом они выплачиваются исходя из профессионального уровня самого бюджетника. То есть если в общем-то, бюджетник отвечает требованиям и проходит по конкурсу, он получает возможность воспользоваться грантом, который он как раз вот использует для погашения своих платежей. Изменение схем погашения кредита и процентов по нему предполагает в том числе использование и вот тех единовременных пособий, которые в скором будущем начнут получать женщины после рождения второго ребенка. Вот 250 тысяч будут ей в принципе достаточно для того, чтобы она купила квартиру, скажем, стоимостью 1,5 или 2 миллиона рублей. Вот. При этом ставка будет примерно 12%. Ну, при условии, что у нее есть постоянный источник доходов. Да, при условии, что муж, конечно, работает. Известный лозунг «Доступное и комфортное жилье гражданам России», что касается Якутска, реализуется в двух своих ипостасях, что ли, я бы так назвал. Доступное жилье, то есть это дешевое жилье для, прежде всего, бюджетников, и то, что касается комфортное жилье, это вторая составляющая, дорогое жилье, соответственно, и может его, и получат его те, кто могут за него расплатиться. Так вот, Сахаипотечное агентство работает по обоим этим направлениям. Мы сейчас больше говорили о доступном жилье, а между тем и комфортное жилье тоже в планах и в реализации у Сахаипотечного агентства находится. Сравнительно недавно по Базовому переулку началось строительство коттеджного поселка, как раз в программе «Комфортное жилье». Таким вот образом, возможна реализация того, что на федеральном уровне федеральное правительство декларирует как ипотека в каждый дом. Всего в рамках вот этой программы в пригородах Якутска планируется построить примерно 600 коттеджей. Как будет реализовываться эта программа дальше и какие новые составляющие ее моменты появятся, в том числе с подачи властей столицы нашей республики, мы, безусловно, будем об этом рассказывать вам в будущем. А на сегодня все. До свидания.